Ну что, друзья мои, всем привет, меня зовут Мадяр, я из Казахстана, и у нас с вами сегодня новый мукбанг. У меня сегодня на мукбанг домашняя шаурма, домашние донеры. Все это дело запивает тархуном. Долго разглагольствовать не буду, потому что хочу есть. Обожаю тархун. Значит, приготовил быстренько. Хотя нет, не быстренько, долгенько. Давайте пробовать. Ой. Это хорошо. Это очень хорошо. Все, ребят, также соус, овощи, курочка. Я еще раньше с фаршем готовил, тоже вкусно. Вот вроде бы, да, простое блюдо. Ничего заумного тут нету. Пожарь курицу, то все. Хотя пока тоже, уже время, уже кушать охота. Господи, тархун, это просто кайф. Не могу оторваться. Вот вы знаете, что мне интересно? Вообще выгодно самому такое готовить или покупать? Потому что мы здесь говорим не только про деньги, но и про время, правильно? Хотя есть домашнее, знаете. Что ты туда положил, в каком количестве, ты это сам решаешь. Вот была бы моя воля, я бы сразу это выпил стакан. Но я понимаю, что это не очень хорошо, когда залпом прям выпиваешь. Я же только что сказал, что вот пока вроде легкое блюдо, но все это нужно время, пока то все. Это я на днях делал уборку генеральную. А у меня двухкомнатная квартира всего лишь. Но пока там пропылесосил, пока пыль вытер на этих тумбочках, шкафчиках, там, где прихожка там достоит, да. Потом свою комнату, зал, понятное дело. Полы помыл, ванную, туалет, унитаз, ну все такое. И у меня на это ушло, наверное, часа 2-3. И я уже был вообще без сил. Я снимаю сторис и говорю, что вообще женщинам вот в наше время, да, раньше-то тем более, да, вообще нужно ставить памятник при жизни. Представьте, вот я квартиру помыл, да, уборку сделал, я уже вообще ничего не хотел от жизни. Я просто хотел, чтобы меня оставили в покое. А женщинам надо сделать уборку. Есть еще ребенок, его надо как-то помыть, накормить и так далее. Есть еще муж, которого нужно приласкать. Ну, еще и работа. Потому что сейчас в основном женщины, ну, которых я знаю, либо имеют свое дело, либо работают где-то, да.
Так что, женщины, вы для меня супергероини, потому что все это сочетать в жизни, это просто нереально, мне кажется. Но вы делаете это реально. У меня там еще один донер стоит, но он немножко порвался, я не стал его уже показывать вам, чтобы не портить, так сказать, видон. Сейчас чуток поем, оставлю маме, чтобы мама попробовала мое творение. Так что вот так вот. Вчера в Астане у нас было пасмурно. Такая, знаете, депрессивная осенняя погода. Когда охота просто лежать, укрыться одеялом и смотреть фильмы. Я вчера точно так же сделал. Никуда не пошел. Лежал, ел, спал и смотрел фильм «Заклятие». Вообще я не переношу ужастики, потому что ужастики в основном они такие, знаете, предсказуемые. Ты знаешь, что будет в следующей сцене. А вот в фильме «Заклятие» есть какая-то магия. Мне еще нравится та актриса, которая играет главную роль, Вера Фармига. Что-то в ней есть такое гипнотическое. Я не могу понять, что. Вот есть актриса, вот Шарлиз Терон, да? Она хоть красавицу играет в кадре, хоть она играет какую-то преступницу в фильме «Монстр», да? Какая-то особая есть у нее энергетика у этих актрис. Я вчера посмотрел все части «Заклятия». Почему все? 3 части. Угу. Классные части, вообще классные фильмы. Я про них еще почитал в Википедии это все пишут на реальной истории основано. И плюс ко всему они еще, как я понял, коммерчески очень выгодно фильмы снимать, потому что если у них бюджет 50 миллионов, касса у них, например, 300 миллионов долларов. Представьте, 250 миллионов они заработали. Ну, создатель этого фильма. Угу. Это недавно я прочитал статью. Есть же фильм «Джон Уик», в котором снимался Киану Ривз. Оказывается, у них не хватало какой-то суммы денег, чтобы продолжать снимать фильм. Я про это рассказывал, не рассказывал. И представьте, Ева Лонгория из «Отчаянных домохозяек» добавила эту сумму. Напишите, ребят, вы довольны, что я так часто появляюсь у себя на канале? Или вам по барабану? И все такие, нам по барабану, да? Вот я не знаю. Я покупаю лаваш обычно, круглый. Это, наверное, надо идти в Магнум или в Смол, вот эти вот крупные у нас магазины, супермаркеты. Там, наверное, большой выбор есть этих
разных лавашей, да. Здесь один вид, он такой круглый, такой, не скажу, что прям огромный, но и не маленький. И вот это вот тесто, которое здесь есть, получается, вот здесь, как будто его много. Но с другой стороны, я же не буду его резать, правильно, он же порвется. Поэтому, наверное, так и у всех, да, кто так даже готовит, у всех есть 2-3 слоя. У меня в раковине дофига посуды. Сейчас включу режим посудомойки, буду мыть. Угу. Сегодня пойду после обеда покупать абонемент, надеюсь, куплю. Потому что опять начинаю жиреть. Опять я вечерами чай пью, что не есть хорошо. Вот. Ну чё? Эту тоже съесть или не надо? А чё съем, да? Живем один раз, кайфуйте. Живите здесь и сейчас. Никакую тему сегодня не готовил. На следующий что-нибудь расскажу вам интересного. Сегодня мысли все заняты шаурмой. В этот раз в соус добавил сметанку, вот она у меня лежит, майонез и горчицу. И чеснок без укропа. Вы знаете, укроп используют это в готовке, да? Он по всей кухне, то в раковине, то там, то сям. Вот это вот не люблю из-за этого укроп, как гречка тоже. Гречку приготовишь, там она везде потом. Что к чему? Объемся, потом думаю, откуда у меня живот? Удивительно, откуда? Откуда? Отсюда. Я всегда, знаете, удивляюсь, когда вот я в Египте был, да, там я видел такой тренажерный зал, там прям люди ходили на отдыхе. Потом в Дубаях тоже там тренажерный зал был, там людей было мало, 1-2 человека я видел. Но все равно, это надо какую иметь дисциплину, понимаете, чтобы заниматься на отдыхе. Вот эти вот 7 дней, которые у меня есть, у меня одна цель — это разорить гостиницу. Если у меня система все включено, съесть все, что можно съесть, выпить то, что можно и нельзя выпить, разорить их бар и так далее. А люди спортом занимаются. Может, у меня нищенское мышление? Может. Как вкусно, а? Донеры. Запить все это дело тархунчиком, не знаю. Кайф, кайф. Все, это уже есть не буду. Это мне будет очень много. О! Ну что, вот такой вот мукбанг получился. Не знаю, как вам, а мне очень мукбанг понравился, да. Вот, увидимся на следующих мукбангах. Спасибо вам за ваши лайки, за ваши добрые слова, за ваши комменты. Люблю вас. И в Инстаграме я говорю еще, что целую вас везде. Можно говорить такое в Ютубе? Не можно, не знаю. Ну, уже сказал. Все, спасибо, увидимся. Пока-пока. Пока!